Самое четким показателем владения любым языком является восприятие юмора на нем. Давайте рассмотрим, как это выглядит на бурятском языке на примере одной интересной пословицы. Итак, друзья, данная пословица выглядит так. Бахын шегын нурт туате. Вообще, любая мудрая мысль, в том числе пословица, должна быть емкой, хлесткой, как плеть. Поэтому в бурятских пословицах глагол зачастую опускается. Но нам с вами важно чувствовать структуру бурятского предложения, в конце которого всегда стоит глагол. Поэтому я его восстановлю. В данном случае это будет самый распространенный бурятский глагол «бейна» со значением «есть». Итак, поехали. Баха – это лягушка. Вот это окончание «ын» является окончанием так называемого родительного падежа. Так он называется в грамматике. А по-простому говоря, вот это окончание «ын», присоединяясь к слову, к существительному, помогает ему ответить на вопрос «чей», «кого», «чего». Соответственно, если баха – это лягушка, то бахын – это лягушки. Что лягушки? Шегн. Шегн – это, прошу прощения за натурализм, моча. Соответственно, бахын шегн – это моча лягушки. Дальше мы имеем слово нур. Слово нур – это хорошо известное слово, это озеро, саган нур, хузгул нур и так далее. И оно имеет окончание т. Вот это окончание т является окончанием дательно-местного падежа. Ну, так он называется в грамматике. Говоря по-другому, в одном из своих значений это окончание позволяет существительному ответить на вопрос «кому, чему». Соответственно, нур – озеро, нурта – озеру. Дальше у нас слово тугате. Тугате означает полезный, и глагол вейна – есть. Теперь все вместе. Моча лягушки есть полезно озеру. Ну или моча лягушки пополняет озеро. Звучит несколько неожиданно, не правда ли? Но это всего лишь из-за того образа, который выбран для передачи основной мысли. А аналог самой основной мысли легко найти в русском языке. К примеру, в советское время была популярна такая поговорка «копейка рубль бережет». То есть смысл в том, что не стоит пренебрегать никакими источниками, считать себя выше их. И, конечно, эта мысль относится не только к деньгам и благосостоянию, но и ко всем сферам нашей жизни. Один мой наставник любит говорить «мелочей не бывает». И говорит он это применительно к работе с трудовым коллективом. Итак, друзья, бахын шегн нурта туате. Кстати, если человек будет таким способом пополнять озеро, то это уже будет стопроцентный грех. Еще в великой Есе Чингисхана была официально оформлена недопустимость загрязнения человеком водоемов. Сегодня нам остается лишь констатировать, что великие люди видят на несколько веков вперед. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели очередную бурятскую поговорку, но она имеет еще и более глубокий, скрытый смысл, который я оставил под самый конец. Он заключается в том, что мудрая мысль бывает тяжела для восприятия. Поэтому, если хочешь быть услышанным, подавай ее с юмором. Будем следовать этому совету, поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Дахим Олзатра Барьте.